дорогие друзья! Сегодня наш рассказ о интересном музее в Иерусалиме. Но из двух частей будет состоять мое сообщение. Первая часть такая концептуальная, довольно страшная, а вторая часть как бы прогулка по этому комплексу и по музею, и по разным залам. Ну, начинаем с города Иерусалим. Это довольно странный город. Кто там бывал, удивляется, почему такая примитивная архитектура в этом городе, на вид и как бы по формам, по стилистике. Напоминает такой обычный южный плохой город, типа какого-то крымского города, может быть, Евпатория, вот. Кто бывал в Евпатории, в старой части, Евпатория. Там есть такой большой квартал, такие домики, кубики, как бы покрашены, не покрашены, где штукатурка, где-то не штукатурки, ну и на плоской крыше, как бы такие дырки окна. Вот. И Иерусалим тоже на вид вот такой, даже какие-то вот крупные такие объекты, которые считаются святынями, тоже как бы разочаровывают такого любителя, знатока архитектуры или история. Вот. Даже главный объект, храм гроба, он странный, нет фасада у этого здания, такая сложная структура какая-то, внешне не воспринимается, как бы растворяется все это в застройке, вот такой грандиозный вроде бы объект мирового значения. Вот. Ну, тут ответ такой, что этому городу просто не до архитектуры. Архитектура слишком мелко для этого города. Этот город напрямую говорит с Богом. Просто-напросто. И такая мелочь, как архитектура, для него это ничего не значит. Вот. Действительно, такой город метафизический в этом отношении. И до сих пор там идут такие жаркие схватки по поводу разных религиозных доктрин. Вот. А вот эта часть какая-то архитектурная, она, эта составляющая, она ничего не значит для этого города, потому что есть тут посерьезнее вопросы. Вот. Но сам ландшафт природный, на который накладывается планировка города, она очень сложная и интересная. Вот на схеме вот на этой я поверх карты туристической нарисовал основные объекты, и наш объект, о котором пойдет речь, я тут выделил. Значит, вот такая сложная топография, потому что это возвышенности, где-то горы, где-то холмы. Вот. Между ними долины, по которым ручьи протекали в древности. Сейчас это вот эти вот места узкие занимаются транспортными магистралями, скоростными в том числе. Кстати, это очень удобно оказалось для города, как ни странно. Ну, обычный город, типа наш, вот мучается с транспортом, а здесь они залезли прямо вот по руслам ручьев и оказались очень уместными. Вот эти вот пространства, они, в общем-то, близкие такие по форме возвышенности, где-то круче, где-то меньше по высоте. Они занимаются застройкой. Застройка очень запутанная внутри вот этой структуры. Ну и в целом можно так сказать, что вот эта вот старая часть, где находятся еврейский, арабский и армянский кварталы, вот она, самая древняя часть. Здесь Масличная гора, опять же, между ними долина. Дальше находится застройка тоже старая. Вот в этой части находится правительство, университет и главный музей, исторический и художественный музей. На горе Скопус университет. Видите, вот такие вот как бы возвышенности с определенной функцией. Между ними проходят транспортные связи. Скоростной трамвай идет вот по этой линии и заходит аж вот сюда, вот на западную окраину города, где находится еще одна возвышенность. Ну, сказать, что это окраина города нельзя, потому что и тут проходили библейские события. Новозаветная история, как бы, и в этом месте тоже совершалось. Как бы тут окраин нету. В Иерусалиме не может быть никаких окраин. Тут все значимо. Каждый камень, каждое место, оно имеет громадное значение религиозное. Значит, вот здесь возвышенность есть, которую тоже называют горой. Гора Герцля. Священная гора, которая в середине 20 века стала мемориальной. Она стала использоваться для захоронения каких-то вот таких национальных героев.
Вот. И объект, о котором будет идет речь, находится вот здесь же, на этой горе. Значит, вот такая сложная структура. Ну, еще пару слов скажу, что пересечь город, как вот мы откуда-то выходим, идем по прямой, там по какой-то ломаной, и через 3, 4, 5, 6, 7 километров куда-то приходим. Значит, здесь такого сделать нельзя, потому что такой сложный ландшафт, что он не позволит пересечь город вот так вот по прямой. Это просто невозможно. Во-первых, вот эти вот в долинах находящиеся магистрали, просто они непереходные, пересечь их нельзя, нет переходов. Во-вторых, нельзя пересечь вот какую-то вот гору, потому что такая запутанная планировка, что если где-то войдешь, окажешься в тупике минут через 30, а потом оттуда уже не выберешься. И нужно искать обратный путь, чтобы в ту же точку и выйти. Вот, поэтому, если вы хотите из квартала арабского или еврейского попасть в наш музей, вам нужно сесть на скоростной трамвай и вот по такой дуге проехаться, вы окажетесь у этой горы и вот в этом месте. Вот такая интересная топография этого города. И в древности вот так вот застройка осуществлялась на какой-то возвышенности. На самом верху что-то самое важное воздвигали. Мы видим нечто такое крупное. Вот такой ансамбль, где находится храм Соломонова. И такая крупная застройка вокруг. И спускается вот такая застройка жилая в виде вот таких мелких кварталов, измельченных с какими-то кривыми улицами. Значит, вот эта вот схема застройки, которая 3000 лет назад, может быть, сформировалась вот в этом городе, до сих пор она вот используется при жилой застройке, при застройке этих холмов, этих гор, при вот такой общественной застройке, потому что такой вот как бы ландшафтный код этого города. Вот пример мы смотрим и видим здесь две возвышенности. Одна, где находится Кнессет, правительство, и вторая, переходящая, такая двуглавая гора, вот, на которой находится художественно-исторический музей. И вот мы видим такие вот возвышенности, на которых вот такие вот как бы кубики, крупные, мелкие, скомпонованы в какую-то структуру. Здесь вот и там вот, видите, это середина 20 века архитектура, а предыдущий кадр была архаика. И вот мы доходим до горы Герцеля, и она также организована, в принципе, как и все остальные возвышенности. Вот эта территория, самое высокое место здесь вот, и как бы здесь такие плашки посажены в какую-то систему, в какую-то структуру, и все это омывается вот такими вот дорожками. Этот музей создан в середине 20 века, 50-е годы, в 1953 году он был тут основан, он называется «Музей катастрофы и героизма», Яд Вашем, в переводе «Имя и память». И я хотел бы добавить вот к этим двум словам имя, память и тело народа, потому что будет речь идти об архитектуре, она очень такая телесная и очень такая осязаемая, и вот три составляющие: имя, память и тело народа, я бы так назвал свое отношение к этому произведению. Сам музей формировался довольно долго, лет, наверное, 30. Он застраивался постепенно, и последние три объекта сделал вот этот знаменитый архитектор канадский, палестинского происхождения, Моше Сафди. Ну, архитекторы знают это имя, это величайший архитектор современности, который себя заявил в 1967 году, постройка Хабитат на Экспо 67 в Монреале. И с тех пор он как бы создал немало прекрасных произведений, самых разных градостроительных и архитектурных, крупных общественных объектов.
Вот. Ну и сегодня он является одним таким из звездных зодчих мировых. К сожалению, в России он еще не построил, хотя в России он бывал и очень отзывался хорошо о советской архитектуре и старой московской архитектуре. В начале 70-х годов Моше Сарабди принимал участие в реконструкции старого города, и он провел такую блестящую операцию по реанимации еврейского квартала особенно. Когда там ходишь, то думаешь, что вот этим домам, этой застройке, этой структуре может быть 1000 лет, а может даже 2000 лет. Потом оказывается, что потом ты вспоминаешь, что Моше Сарабди это сделал в 71 году, 72 году. Вот. То есть такая точная работа с формой, с морфологией вот этого пространства, что у тебя ощущение, что ты попадаешь вот в 1 век нашей эры, оказывается, что это такая очень тонкая работа с формой градостроительной. Вот этот автор Моше Сарабди. Моше Сарабди работал с 3 музеями еврейскими в Тель-Авиве, в Лос-Анджелесе он сделал еврейский музей, и в Иерусалиме он тоже сделал. Ну, точнее, здесь он сделал не весь музей, потому что большой комплекс, а часть, но очень значимую, которая завершила все и как бы очень так обозначила эту архитектуру очень четко, очень резко и как бы очень так пронзительно. Так, а вот смотрим еще раз на эту гору. Сверху это фотография, не чертеж, и тут уже видно его решение. Значит, вот это вот информационный центр и ресепшн, отсюда мы подъезжаем. Внизу под этой горой сад праведников, где можно погулять, там будут фотографии. Мы видим, что пространство организовано в виде таких вот зданий и углубленных дворов и открытых площадей. Мы видим, что здесь вот такая вот есть вот дорожка, парковая дорога, которая как бы огибает вот такими кольцами это пространство. И мы тут видим главный объект, такой довольно странный, который прорезает этот холм, вонзаясь в толщу земли, и выходит вот таким расщеплением с другой стороны. Значит, это вот и есть тот главный завершающий элемент этого ансамбля, этого музея, который сделал Моше Сарабди. Исторический музей, вот он. Это заглубленная синагога, вход вот снизу. Это зал, посвященный концентрационным лагерям. Это площадка, площадь Надежды, детский мемориал, так, ну и остальные объекты вне кадра. Значит, вот такая интересная архитектура. Значит, есть вот такие объекты, они традиционные для Иерусалима и для такого какого-то южного города, который находится на горе, то вот этот элемент, что это такое? Ну, в целом этот музей посвящен такому травматическому опыту 20 века. И таких музеев на сегодняшний день довольно много. Может быть, не по качеству, но вот по тематике. И у нас такие музеи есть, посвященные жертвам репрессий. И в Германии таких музеев много, ну вообще в Европе таких музеев много, и даже в Америке такие музеи есть, посвященные тому, как личность человека и даже большие массы людей подвергались геноциду. И вот один из таких ярчайших примеров, как травматический опыт в виде такого символа архитектурного был тут запечатлен, это музей Яд Вашем. Значит, это рассказ о том, как человек был унижен, почти уничтожен, и вот такой вот очень сильной боли человеческой, такой непереносимой боли, я бы так сказал, которую нужно ощутить, конечно, физически, чтобы понять, что это такое. И вот мы смотрим на вот эту фотографию, то очень хорошо видно, что это вот именно входит в землю, вот эта структура бетонная. Видимо, какой-то коридор такой длинный, тоннель, который пронзает вот эту толщу земли, нависает с одной стороны, выходит с другой стороны. Ну, когда Моше Сарабди пишет в своей книге про этот объект, он говорит, что это вот такое погружение в историю, надо погрузиться в историю. В этот темный тоннель зайти. Здесь мы видим вот стеклянный верх такой тонкий, вот, сверху элементы стекла, фонарь такой длинный.
надо погрузиться в толщу вот этого пространства, оказаться там, в толще истории как бы такой трагической оказаться, чтобы увидеть вот этот просвет в конце. Так он пишет. Ну, такие довольно общие слова. Но когда я стал всматриваться в эту архитектуру здесь вот, то понял, что это вот здесь показана такая невыносимая человеческая боль. Человеческая. Говорим мы, когда знаем про этот опыт геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. Вот. Но если подумать, что это такое для Израиля, для евреев, это земля. Это земля Израиля. Как известно, люди были изгнаны с этой земли, они эту землю потеряли, родину потеряли, и они много веков тосковали по этой земле в надежде вернуться сюда, то есть для евреев это священная земля, в очень большом смысле, таком глубоком. И даже в библейских текстах в Ветхом Завете всегда оговаривается вот эта святость этой земли. Причем в некоторых моментах описывается земля как вот такое одушевленное существо. И там пишется, что Иерусалим это око Бога, а вот это место центральное, это зрачок этого глаза. И вот я подумал, что здесь рассекается не просто земля, не просто почва. Кстати говоря, почва для Израиля это тоже вот такая очень интересная субстанция. Дело в том, что это страна, где археология возведена в ранг такой супернауки, я бы сказал. И не только науки, но и какие-то виды туризма посвящены археологии, просвещение во многом построено на археологии и так далее. Дело в том, что культурный слой здесь, вот, ну не здесь может быть, но в городском центре порядка 20 метров. Представляете, 20 метров культурный слой. И там можно идти по какой-то вот, скажем, по тротуару, рядом с тобой провал на 20 метров. И вот там копают археологи, 20 метров, представляете? 20 метров. И там внизу копают археологи, и там времена, ну, может быть, Адама, ну, может быть, не Адама, но Соломонова, в общем, времена. И это в реальности, так вот, 20 метров. Это, наверное, максимальный слой, вот, который мог на земле нарасти, такой культурный. Вот, поэтому земля для них еще вот такая, как бы археологическая, такая символическая ценность очень большая. Так вот, значит, если представить, что это вот не только такая священная земля, но что такое одушевленное и как бы телесное, самое такое уязвимое место у человека в его теле, это, видимо, глаз. И если представить, что это глаз чем-то разрезан, вот так вот, ну, получается такая невыносимая физическая боль. Вот, и я вспомнил, что вот с этим образом работали сюрреалисты. Дело в том, что сюрреализм, ну, знаете, такое течение было в модернистском искусстве в 20-е годы, в 30-е, в 40-е, ну и там было продолжение у этого направления. Они работали художественно, как бы преобразовывая сновидения, такие болезненные чаще всего. Для того, чтобы такое сновидение увидеть, нужно закрыть глаза. А лучше, как говорили теоретики сюрреализма, глаза нужно как-то отцарапать или процарапать, а может даже выткнуть, тогда будет еще лучше видеть эти картины. И вот такой вот выколотый глаз, для того, чтобы смотреть куда-то в другую сторону, внутрь себя и видеть эти вот какие-то болезненные сны, это, скажем, у Андре Бретона в поэзии просчитывается, это просчитывается в некоторых произведениях Сальвадора Дали. Вот. И есть вот одно произведение, где вот этот образ, как глаз разрезается, дан нам настолько выпукло, что дальше уже некуда. Я имею в виду фильм Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес», 23 год. Это один из первых фильмов Бунюэля. Он такой абсурдистско бессмысленный. Там есть несколько сцен, просто как бы они композиционно сочетаются друг с другом. Но какого-то такого глобального смысла, такого нарратива там нет. Ключевая сцена вот такая вот. Показано лицо женщины.
Так, слабонервный лучше это. Закройте глаза. Некто берет опасную бритву и разрезает глаз, он вытекает. Так, просто-напросто. Так, и это показано вот совершенно натуралистично. Да, кадр жуткий. Собственно говоря, у Эйзенштейна тоже есть жуткие кадры. Больной Потемкин, помните? Когда по лестнице скачет коляска, женщина кричит в пенсне, ей стреляют в глаз, помните? И глаз вытекает. Очень похоже, да? Как бы такая жестокость и показывает очень крупно. Так, это рисунок Сальвадора Дали. Эскиз вот к этому кадру, видите? Тут показан человеческий глаз и вот эта вот бритва, которая рассекает глаз. Так, сравните. Это рисунок Моше Савди. Это холм, такая выпуклость ока, которая рассекает его бритва. Хотя у него ни в книге, ни в интервью не шла речь о сюрреализме и вот таком вот жутком, нечто таком, акте таком, вмешательстве в человеческую плоть. Вот, ну как посмотрите, ну, очень похоже, да? Видите, чисто графически даже, очень похоже. Сальвадор Дали, 23-й год, Моше Савди. Через 80 лет рисует. Вот такой страшный образ. И архитектурно он как бы совершенно получился у него. Вот. И вот мы сейчас вот подходим к указателю на дороге, и тут есть два варианта. Мы по саду праведников идем. Это такой не очень ухоженный такой парк с камнями, здесь такой южный, с кипарисами, где-то монументы стоят, вот, посвященные людям, которые спасали евреев. И даже есть монумент нескольким нашим воинам. Вот. А это вид с этого сада вот в сторону комплекса всего. Это вот информационный центр. Нависает вот так вот эта призма, которая пронзает толщу земли. Она вот так вот выступает торцом бетонным, таким гладким. Очень красиво висит. Вход здесь вот мостиком связано с информационным центром. Это этот самый центр, тут терраса кафе, все очень красиво. И вот такой странный призматический объем висит. Второй вариант, когда мы на машине подъезжаем, вот тут вот ворота, стоянка. И вот этот информационный центр по виду похож на что-то такое египетское, монументальное. Значит, это сделал Моше Савди, призму сделал Моше Савди тоже. Такая вот без деталей архитектура. Ну, в принципе, она такая вот очень иерусалимская, я бы так сказал. Все отделано таким розоватым камнем. Это единственный материал отделочный, который там есть. Это сделано из белого бетона, полированного, без деталей. Вот. Сюда мы заходим, тут можно получить информацию. Книжный магазин находится рядом, вход бесплатный. Мы спустились вниз, тут гардероб и вот кафе с террасой. Терраса выходит на сад праведников. Можно взять такой бланк, заполнить, если вы еврей и ваш родственник погиб в концлагере или еще где-то, вы заполняете, оставляете этот документ там. И вот по мостику мы из ресепшена идем вот сюда, вот и заходим в это отверстие. С другой стороны, вот так нависает такой консолью, это выход. И прямо такой выброс формы идет. А там вот новостройки в восточном пригороде видно. Это выход уже из этого призматического тоннеля. И еще есть такой проход посередине. А вот план. И здесь мы видим вот такой призматический вот тоннель и вот такие вот залы-пещеры. Вот мы вошли внутрь. Темнота, внизу, вверху такая щель и вдалеке просвет.
Это начало истории, здесь показана городская община еврейская в начале 20 века. Пройти насквозь нельзя, потому что тут такие вот есть углубления, мы должны обязательно вот так вот по диагонали идти. И вот разные залы показывают разные этапы катастрофы с 1933 года по 1945 год. Вот вход в зал, и какая-то тема там показана. Ну, разумеется, экспонаты реальные, фотографии, они вызывают чувство очень сильное, на грани такого шока. Обувь из концлагеря Освенцим. Ну и очень много фотографий реальных людей. Крупно фотографии с документов, которые были сделаны в концлагерях, их паспорта и какие-то удостоверения. Про многих людей можно на стендах узнать, получить информацию. И вот мы движемся и видим в конце вот такой просвет. Треугольник. Последний зал памяти, где на куполе прикреплены фотографии людей. По периметру громадный стеллаж, так это на куполе, на фоне документов, фотографии людей. По периметру цилиндрической формы громадный стеллаж, и здесь стоят папки, в каждой папке листочек только один на одного человека, ну и миллионы дел уже скоплены здесь. И вот мы выходим на это вот, на последний и видим в треугольнике небо и новый город. А это уже в смежном зале. Так, выставка, интересная выставка. В концлагерях тоже рисовали люди, занимались музыкой и так далее. И представляете, собрано произведение. И вот такая архитектура без деталей, плоскости, фактуры, из одного камня все это сделано. Разные уровни, заглубленный дворик, снят из синагоги. Мы видим здесь окончание вот этого элемента странного. Синагога вот находится внизу. Здесь есть несколько построек, которые до Моше Сарди появились в 70-е годы, в 60-е годы. Вот интересный по архитектуре зал памяти, где показаны концлагеря, это фасад этого объекта. Сейчас мы войдем туда. Такой квадратной формы с плоской крышей здания. Ворота металлические, с такими вот обломками приваренными. Вот мы входим в этот зал. Освещенные стены, они сделаны из громадных камней по периметру. Сверху бетонная крыша. В середине освещенный пол каменный, где название лагерей Дахау, Аушвиц и так далее. И огонек пылает. Вот. И несколько еще здесь есть таких построек, которые появились в 60-е годы, 70-е годы, такие приземистые плашки, без каких-то украшений, но с такими скульптурными вставками, разными, реалистическими, какими-то вот, или буквенная композиция. Площадь Януша Корчика. Буквы с такими пробитыми формами. Вот еще третий объект, который сделал Моше Сарди. Это вагон для скота, в который перевозили заключенных в концлагеря. И такой вагон был найден. И Моше Сарди поставил на консольную железную дорогу, которая обрывается над пропастью. И он сделал еще один маленький детский мемориал. Тут два детских мемориала. Такая пещерка, где как бы прячутся дети, оставляя свои записки потомкам. И такая дырка сверху. И еще один детский мемориал, где
горит свеча, и там вообще потрясающий вид. И скульптуры расставлены по территории, они разные, есть реалистические, есть такие вот фигуративные, есть какие-то абстрактные фигуры. Вот такие вот вызывают, конечно, сильные чувства. И вот такие скульптуры. Мать, которая кричит от боли. Вот, но если присмотреться, вот, допустим, в сад праведников, такое там и неважнецкое качество строительства. Разумеется, то, что сделал Моше Сарди, вот эти вот 3 своих объекта, они отличаются очень высоким качеством. И по отделке, по конструкциям, все, конечно, безупречно. Вот. Но остальные, в общем, такие они где-то даже и посредственные, но вот этот объект, конечно, очень сильно выделяется. Кстати, сегодня с утра был звонок из этого музея, нас поблагодарили за то, что в России проявляет интерес к архитектуре Моше Сарди и к этому музею конкретно. Так что вот такой интересный музей, который действительно как-то пытается продолжить иерусалимскую тему, но не напрямую, а как-то опосредованно. И вот такой вот очень необыкновенно резкий, не могу сказать яркий, потому что другое слово, такой резкий, пронзительный какой-то, пронизывающий образ архитектурный. Дело в том, что в этой стране уже несколько десятилетий дискутируется вопрос создания своей национальной архитектуры, и они не могут ни в Иерусалиме, ни в Израиле, ни в других городах вопрос этот положительно решить. Ну, потому что в XIX веке здесь была такая типичная средиземноморская застройка поселков, старых городов, такая типичная, как бы, ближневосточная деревня, то есть на горе, как бы, так вот, домики лепятся в такую структуру какую-то, как грибница. Вот. В начале 20 века была мысль у первых архитекторов Израиля, которые приехали из Германии с образованием модернистским, сделать тут такую национальную архитектуру в модернистском стиле. И они пришли к выводу, что вот эти вот древние дома в виде кубиков, арабский ли дом это, еврейский ли дом, это не важно совершенно какой, они очень напоминают такую модернистскую архитектуру, которую стали разрабатывать в 20-е годы в Баухаус. И вот эта школа Баухаус дала целую плеяду архитекторов, которые жили в 20-е годы и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и в других городах стали создавать такую модернистскую застройку. И даже целый квартал в Тель-Авиве, он сейчас охраняется ЮНЕСКО как такая вот культурная ценность мирового значения в списках ЮНЕСКО. Это квартал модернистский. Вот. Но вопрос не был решен. Это архитектуры модернистской. И после войны опять начались попытки как-то вот интерпретировать, может быть, в каком-то стиле крестоносцев надо строить, думали израильские архитекторы. Как бы не за что было уцепиться. Потом пришли к выводу, что надо как бы какие-то национальные корни искать. Но где? В земле Израиля, ну, там такие древности, что уже непонятно, кто их делал, собственно говоря. Вот. И тогда обратились к еврейскому искусству Испании, средневековому. И оттуда стали черпать какие-то декоративные элементы. Вот это было в 60-е годы, 70-е годы. Потом подумали, что, наверное, это украшательство все-таки. И нужно формировать какую-то новую такую, современную архитектуру Израиля конца 20 века. Как раз пришли люди типа Моше Сарди с какими-то такими глобальными, очень крупными проектами. Вот. Но вопрос так и не был решен. Сейчас крупные города застраиваются небоскребами, Тель-Авив,
и другие, прям громоздятся такие Манхэттены в центре города. Сказать, что что такое еврейское, трудно, ну, наверное, нельзя. Какие структуры разрушаются, разумеется, при создании таких небоскребов, целых кварталов. Вот. И поэтому этот вопрос открыт до сегодняшнего дня. Национальная еврейская архитектура, израильская архитектура. Вот. Но какие-то ключевые объекты, которые посвящены еврейской теме или Холокосту, как раз они могут нам подсказать какие-то пути развития. Ну, дело в том, что вот вся история евреев, она такая трагичная, очень трагичная. Это 2000 лет вот такой трагедии национальной. Поэтому хочешь не хочешь, но какая-то трагедийность в этом образе должна присутствовать. Берем ли мы еврейские музеи в Израиле или еврейские музеи в Европе, вот такой вот резкий надлом, такая трагедийность там есть. Возьмите еврейский музей в Берлине, посвященный Холокосту. Это такая вот зигзагообразная резкая форма, которая, в общем-то, и не предназначена для музея, там не очень удобно вообще-то передвигаться зрителю, но сама форма, которая видна сверху, с самолета, которая видна вот в каком-то ракурсе, в таком резком, она говорит о вот таком вот каком-то страшном человеческом опыте, о таком вот травматическом опыте. Вот. И этот музей, вот этот целый комплекс музея, видите, как по-разному решено. Вот здесь вот так вот решено, Моше Савдеев совершенно иначе это решил. И вот этот образ, он, конечно, очень сильный, и когда заходишь сюда, тут потрясающее ощущение вот этой темного верха, вот этого каменного низа, и вот этой щели, которая там брежет где-то и поднимает потолок кверху. Вот. И вот это решение 60-х годов, оно убедительное. Ну и решение Моше Савдеев, конечно, оно необыкновенно по своей архитектуре. Вот, что мне хотелось вам сегодня сказать. Один из интереснейших музеев, которые я видел. Есть разные музеи, которые поражают архитектурой, где, собственно, нечего смотреть. Вот, допустим, музей Захи Хадид в Риме, современного искусства, там экспонаты настолько сомнительные, что... Но там настолько сильная архитектура, что они не нужны даже, экспонаты эти. Ну, пусть вообще и не было бы, даже лучше. Вот, есть музеи, где ты не видишь архитектуры. Есть такие музеи. Ты приходишь ради какого-то произведения, которое висит или стоит. Вот, такая архитектура там как бы и не замечаешь. Уходишь и даже не помнишь ее. А вот то, что там находится, экспонат из этой коллекции, ты на всю жизнь запоминаешь. Вот. А вот в этом музее, который сделал Моше Савдеев, там архитектура настолько сильная, что ты ее уже не забудешь. Вот ты в этом тоннеле, и это уже на всю жизнь запоминается. Ну и то, что там видишь, разумеется, тоже никогда не забудешь. Вот. И то, и другое, два этих слагаемых, они дают такой необыкновенный эффект, что просто далеко не все туристы, которые приезжают в Израиль, оказываются в музее. Вот. Но советую, если кто-то будет в Иерусалиме, этот музей тоже посетить. Ну, здесь надо вообще-то полдня, потому что целый комплекс. И вот внизу погулять, и наверх подняться, и пройтись по всем вот этим вот объектам, не спеша. Вот. Советую сюда заглянуть, потому что обычно приезжают в Иерусалим, и для русских туристов два объекта. Это Старый город и Масличная гора, потому что наверху там русский монастырь православный. Вот, посмотрели, что тут между ними, и, в общем, программа на этом завершена. Вот, но в Иерусалиме множество других замечательных мест, и вот этот музей потрясающий. Просто, ну, смотрите. И потом всегда интересно посмотреть вот на то, как великий архитектор поработал. Вот объекты, которые находятся вот дальше, это такие добротные здания по архитектуре, но сказать, что они какие-то великие, ну,
наверное, нельзя. Но вот это вот, то, что сделал Саарди, вот эти вот три объекта, вагон на консоли и детский мемориал, это, конечно, шедевр музейной архитектуры. Вот понимание, для чего нужен музей, какой он может оказать воздействие на человека. Хотя, конечно, тема взята тут сильнейшая, то есть сильнее темы, наверное, и не найдешь. Вот, но она и ответственная, потому что с такой темой нельзя работать как бы в полусилы, а нужно себя выложить. Вот. Но мы знаем, что, может, Саарди делать крупные такие вот какие-то гостиничные комплексы, какие-то связанные с таким вот, с развлечением, с гедонизмом, и у него прекрасно получается такой гламур даже архитектурный. Вот. Но он справился с этим объектом. Просто блестяще. Большое спасибо, что пришли и послушали меня. Спасибо. Приходите еще. Если есть вопросы, отвечу на них.